Как вас зовут? Сперва познакомимся с вами. Сколько вам лет? Элишан меня зовут, мне 17 лет. Элишан. Очень красивое имя. Это кыргызское имя? Ну да, Что он означает? это означает лидер народа. Вау, классно. Меня зовут Сизим, я являюсь ведущей медиапортала Бизон, а именно нашей викторины Бизон Шоу. И каждую неделю мы выходим, расспрашиваем наших граждан на различные темы. И тема сегодняшней нашей викторины – это кыргызский язык. Насколько хорошо вы владеете, насколько хорошо вы знаете кыргызский язык. И хочу узнать, где вы учитесь на сегодняшний день? Я закончил школу, в этом году закончил 11 класс. 11 класс. Кыргызский или русский класс? Русский класс, да. Но тем не менее постараемся. Ну, кыргыз, в Бишкеке живем, должны знать. Первый вопрос. Очень легкий вопрос, я считаю, по крайней мере. Сколько букв в кыргызском алфавите? Давайте без вариантов. 36. А. 33. Б. 36. В. 35. Г. 32. Б. Б. Сколько букв? 36. Я сразу принимаю ваш ответ. Да. Хорошо, я принимаю ваш ответ. В кыргызском алфавите, конечно, 36 букв. Вы получаете 50 сомов за первый вопрос. За следующий правильный ответ вы получите 100 сомов. Вообще, любите читать книги? Ну да, читаю. Что последний раз читали? Получается, роман читал. Роман? Помните, какой роман? Да, «Наследник». Очень интересно. А читали ли вы наших классиков? Именно наши кыргызские? Нет. Нет, не Да. читали. Ну, тюркоязычный сейчас такой будет у нас. Также наш, так скажем, один из великих таких людей. Автор книги Кутбилим. Слышали такую книгу? Худбилим нет. Но постараемся, да, правильно ответить на этот вопрос. Всем известный автор книги Кутбилим. Кто он? А. Махмуд Кашгари. Б. Юсуп Баласагын. В. Аль-Фараби. Г. Молот Нияз. Юсуп Баласагын? Почему вы считаете, что это он? Ну, я не знаю, я сейчас отвечаю по интуиции. Возможно, Юсуп Баласагын. Даже подсказкой 50 на 50 не будем пользоваться. Я думаю, нет. Юсуп Баласагын. Прям смело, сразу же я принимаю ваш ответ. Да. Как интересно. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Бросаю вам вызов. Автор книги Кутбилим является Юсуп Баласагын. Конечно, правильный ответ. Возможно, вы где-то, скорее всего, слышали, по этой причине ваша интуиция вас не подвела. Ну, может быть, потому что я люблю историю читать. Ну, я люблю читать мировую историю, а вот кыргызскую я тоже читаю. Но, может быть, да, вы правы. Отлично. За следующий правильный ответ вы получите 200 сомов. Эта сумма у вас не сгорит, поэтому постараемся на него правильно ответить. Как называется первая газета на кыргызском языке? Без вариантов ответим? Сейчас. Там что-то с Фрунзой было связано, да? Не знаю. А. Кызылту. Б. Суперинфо. В. Эркинто. Г. Вечерний Бишкек. Вечерний Бишкек. Почему вы так считаете? Или... Можно еще раз повторить, да, вопрос? Можно? Как называется первая газета на кыргызском языке? А. Кызылту. Б. Суперинфо. В. Эркинто. Г. Вечерний Бишкек. Я думаю, Вечерний Бишкек. Почему вы так считаете? Просто из интереса задаю этот вопрос. Потому что... Ну, первая газета... Я где-то читал... Первая газета на кыргызском языке. Эркинто? Не знаю. Хорошо, мой ответ Эркинто. Ответ Эркинто. Быстро переменились. 50 на 50 будем пользоваться, нет? Давайте попробуем. Попробуем? Только один раз у вас есть возможность. Попробуем? Да. Хорошо, не будем мешкать, да? Давайте попробуем. Как называется первая газета на кыргызском языке? Остаются два варианта. А. Кызылту. В. Эркинто.
Так, Задумались. Изначально было вечерний Бишкек. хорошо, давайте тогда первый вариант, Кызылту. Как меняется ваше мнение? Ну, так как я сначала сказал вам Эркинто, но вы потом предложили 50 на 50. Дело не во мне, я могу все что угодно сказать. Но я все-таки думаю Кызылту. Я еще раз задам вам этот вопрос. Следующий ваш ответ я сразу же приму. Хорошо? Как называется первая газета на кыргызском языке? Остаются два варианта ответа. А. Кызылту. В. Эркинто. Эркинто давайте. Следующий, я сказала, ответ сразу же я приму. Поэтому ответ. Первая газета на кыргызском языке. Запомните, что это Эркинто. Я вас поздравляю, вы зарабатываете 200 сомов, она у вас не сгорит. Но на следующий правильный ответ вы получите 300 сомов. Что означает фразеологизм гукпит? Слышали такой фразеологизм? Давайте без вариантов. Да, получается гукбет можно на русском, да? Да. Так, это человек, у которого характер, который сказал человек, да, если он сделает, он сказал, что он сделает это, он пойдет и сделает. Ну, получается, он не будет никого слушать, получается, это сам, зависимый человек и не будет никого слушать. Вас назвали когда-нибудь гукпет-то? Ругали так? Ну, бывает иногда, да. Даже на сегодняшний день бывает, да? Да. Хорошо, вариант ответа. Что означает фразеологизм гукпет? А. Синелицый. Б. Веселый. В. Жадный. Г. Упрямый. Упрямый, Г. Не будем думать. Конечно. Конечно, не будем думать, потому что это и есть упрямый. Правильный ответ. И переходим к последнему финальному нашему вопросу. В каком году кыргызский алфавит перешел с латиницы на кириллицу? А. В 1939 году. Б. В 1930 году. В. В 1941 году. Г. В 1952 году. В 1952? Вы уже рандомно, да, отвечаете? Ну, если логично подумать, в 41-м не может быть, потому что в это время Вторая мировая война началась. Я еще раз задам вам этот вопрос. Следующий ваш ответ я сразу же приму. Хорошо, так как это финальный вопрос, у вас есть время подумать, чтобы пока я зачитываю. Хорошо? Как, что сделать? Гуглить нельзя. Загуглить? Нет, конечно. Если бы мы бы все тут загуглили, мы бы, наверное, вообще тут миллионерами стали бы. Давайте еще раз, хорошо? Думаем, пока я читаю. В каком году кыргызский алфавит перешел с латиницы на кириллицу? А. В 1939 году. Б. В 1930 году. В. В 1941 году. Г. В 1952 году. В 1952. Все, уверенно отвечайте. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Наш кыргызский алфавит перешел с латиницы на кириллицу, несмотря на то, что вы думали, что в этот период произошла война. Это было в 1941 году. К сожалению, вы не становитесь нашим победителем, но тем не менее у вас имеется несгораемая сумма в размере 200 сомов. Вы мне сейчас челлендж бросили, и мне захотелось изучить, вы сказали с латинского на какой вы сказали? С латиницы на кириллицу. Да, об этом изучить. Всегда интересно узнавать более, то, что ты не знаешь, да? И я вам желаю процветания, чтобы дальше успехов вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи вам. Давайте для начала познакомимся. Аслан. Аслан. Данияр. Данияр. Эмиль. Очень приятно, меня зовут Сизим. Готовы? Да. По сколько вам лет? Вы закончили школу, университет? Да, 23. 23? Закончили. 22. 23. 23, ну это хорошо, значит вы все должны знать. А давайте без вариантов сейчас самый первый вопрос. Где родился Чингиз Айтматов? Без вариантов ответ. Талас. Талася? Шекер. О, я сразу же доверяю, потому что даже точное место расположения сказали. Где родился Чингиз Айтматов? А. В Караколе. В. Баткене. В.
Бишкеке, Г. В Таласе. За правильный ответ вы получите 50 сомов. Г. Талас. Согласны, ребята? Да. Согласны, конечно, согласны. Чингиз Айтматов родился в Таласе, конечно, в городе Шекер, в селе Шекер. И за этот правильный ответ вы получаете 50 сомов. Я вас поздравляю. За следующий правильный ответ вы получите 100 сомов. Какой кыргызский акын изображен на купюре номиналом 100 сом? А. Тоқтоғұл Сатылғанов. Б. Тоғылық Молдо. В. Барпалы Кулов. Г. Сүймонкул Чокморов. Тоқтоғұл Сатылғанов. Да. Да. Просто доверяем другу, да? Точно. Да. 100%. Да. Прям принимаю сразу же. Да, принимайте. Хорошо, прям смелые ребята у нас собрались. Ну, неправильно, да? Ну, не Неправильно, знаю, должно но у быть вас есть шанс 50 на 50, если Я вы просто считаете. вон там 20-ку вижу, там Тоғылық Молдо вроде изображен. Насколько я помню. Могу ошибаться. Да вы не только смелые, так еще и все замечаете. Отлично. Я принимаю ваш ответ? Вот у меня Тоғылық Сатылғанов и Тоғылық Молдо. Я чуть-чуть сомневаюсь, но ладно, я не буду изменять свое решение. Хорошо. Принимаю ваш Да, ответ? принимайте. Хорошо. Акын, который изображен на купюре номиналом 100 сом, это Тоқтоғұл Сатылғанов. Правильно, 100 сомов. Друзья аплодируют. За следующий правильный ответ вы получите 200 сомов. Это будет несгораемая сумма. Продолжаем. В каком году был принят государственный язык Кыргызстана? А. В 1991 году. Б. В 1980 году. В. 1989 году. Г. В 1990 году. Первый. Да, я тоже так думаю. 91 год. Потому что Эмиль так сказал. Потому что Нет. распад Союза. Потому что распад Союза был, и каждая страна стала индивидуальной, независимой, и, соответственно, в каждой стране должен быть свой язык. Тогда и был принят этот законопроект. Скорее всего так. Да. Скорее всего, 50 на 50 не будете День пользоваться? кыргызского языка сентября 23-го, да, вроде? Вот год не знаю, знаю 23 сентября вроде. Могу ошибаться, 23 или 26 сентября? Год? Год 91 пусть будет. Да? Мы можем ошибаться, да, не уверены, но 91 год. Или 50 на 50 возьмем? Нет, в 91-м, если развал был. Не, оставим 91-й, да? Да, Мне кажется, 91-й. Союз Она специально заставляет сомневаться, так что 91 год. Деброва, да? Я всегда стараюсь помочь своим участникам. Даю вам 10 секунд, чтобы вы подумали. Мы подумали 91 год. 91 год? Да, мы так думаем. Задам вам этот вопрос еще раз, и следующий ваш ответ я сразу же приму. Хорошо? В каком году был принят государственный язык Кыргызстана? А. В 1991 году. Б. В 1980 году. В. В 1989 году. Г. В 1990 году. По-моему, 91-м. Блин. Типа, как государственный язык, типа государственный. Уже задумались, ребята. 91 пусть будет, да, не будем менять решение. Распад давайте, от него будем Да. Да, исходить. Хорошо, только из-за распада, да? да, 100%. да, Я принимаю ваш ответ. да. Точно. Да. Прям как это, да? Поле чудес прям как, блин. Да. Ребята, государственный язык, кыргызский язык Кыргызстана был принят в 1989 году. А я говорила, что вы будете рады хотя бы небольшой сумме. Да. Хорошо. Хотя бы вы узнали о том, что наш язык был принят в 1989 году, 23 сентября.